Кирпич, как и ранее, всегда подразделялся на два вида. Это лицевой и рядовой. Значит, лицевой кирпич используется для кладки наружных и внутренних стен без дальнейшей отделки. Рядовой кирпич используется для кладки и возведения зданий с последующей отделкой под штукатурку. К лицевому кирпичу выносятся более жесткие требования как по внешнему виду изделия. Это, естественно, должны быть более точно соблюдены геометрические размеры этого кирпича. Также должна соблюдаться однородность цвета, параллельность граней. Но также к нему и совсем, не совсем, а значительно более жесткие требования по физико-механическим свойствам, таким как морозостойкость, влагопоглощение и марка прочности. Лицевой и рядовой кирпич, как единое целое, как стеновой материал, он изготавливается, бывает как керамический, так и силикатный. Размером он выпускается 250 на 120 на 88 миллиметров. Вес в сухом виде не должен превышать 4,3 килограмма. Значит, весь кирпич сейчас в Беларуси проходит у нас стандартизацию. Вы, как видите, есть красный кирпич, это керамический, который основное сырье – это глина, плюс добавки. А вот силикатный кирпич, сырьем у него служит песок, известь и вода. Ну, можно сразу даже по цене сориентироваться. Вот если пустотелый керамический кирпич 150-я марка, как и наш рядовой силикатный, если наш стоит 175 рублей, то этот стоит 290 рублей. Ну, в основном брак, который для простого потребителя, это чисто внешние изъяны, скажем так. То есть это трещины, сколы, непараллельность граней и не совсем бывает несоблюдение размеров. Огнеупорный кирпич, который используется у населения для кладки топок, печей и каминов. Но он выдерживает температуру порядка 1400 градусов. В Беларуси он не производится, его привозят нам из России, двух марок Ша-5 и Ша-8. Отличается он размером, вот, и цена у него в среднем 2000 за штуку.